Төргін бұлдыр Дулқашсем, Патрилзем, Сире паян шагында шумырдан храмазыр килнежин чундан тавда буш. Чавашаклас малый врислай. Палах вот паягигун мажут по Турган ялежин пиди палагун. Турган ялежин гнамар, падавежинте, Чаваш республики жинте палагун. Мы жинте день паян ебрисиримбея, шак музей журда, шинерен мала продак ремонтуных ищен ужапар. Палах вол шак шурда ушны вот кокель пирен шак шинже шуралныне ебр тебру хучем палада пархамаравали. Шакна палах намар палах ебр вот шак шинба мухтанза пирен шидинеген рува. Уйрамах кам хайне вали малала шак художество ба хайм бунище шигиндараганзине мажут по пиде паллада числа ябала. Шамбада о калас пладинде вот шак нумайши туза подельный гищем палах кунда пиде илемле. Шагачи дума ебер плеперенде халахта хучынна унчен инициативлы бюджетирование денежде шав эшпе хучынза унчен седуны унгышен пангигон ебер кажал ширжул Чаваш автономия ширжул житне не палыртны май вот бюджетран укше уйрзаба ма перед май гельче шамбада вот шак подемешле вот пурде берле бугунза перен хамыр Чаваш елебе калма бойде неме елебе ебер шак эже тума булдарны манжутпа пиде мухтавлата чапла ябала шамбада пере пурнеде шамбек эже тузса тума пулдарныжын, пурнеша кертнежин, манзутпа саламладып, пурнете тавда буш. Слово предоставляется председателю Комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по финансовому рынку Анатолию Геннадьевичу Аксакову. Дорогие, я представляю федеральную власть. Шамба выросла калата. Дорогие жители Тархан, Батаревского района, хотел бы поздравить с этим знаменательным событием. О Кокеле услышал недавно, лет 10 назад, наверное, ко мне в Госдуму, в кабинет пришел Василий Владимир Александрович, житель Батаревского района, родился, правда, в Валиковском, но жил в Тарханах, и рассказал о Кокеле, об этом замечательном художнике, о том, что вот этот выходец из Чувашии очень многое сделал для развития живописи на Украине, и попросил поддержки. Мы тогда, в общем-то, определенную, небольшую, но все-таки поддержку Владимиру Александровичу оказали. И я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить его за то, что он большую работу провел по восстановлению памяти об этом замечательном человеке, о замечательном художнике. Только тот народ имеет будущее, который чтит свою память, естественно, чтит тех, кто прославляет его, тех, кто внес большой вклад в развитие, в том числе культуры и искусства в нашей стране. Поздравляю вас с этим событием, желаю успехов. И мы с Олегом Алексеевичем привезли вам дождь, который сулит хороший урожай в этом году. Этого я вам тоже желаю. Всего самого доброго. Слово предоставляется главе администрации Батаревского района Рудольфу Васильевичу Селиванову. Тургун булдыр хизепле Олег Алексеевич, Анатолий Геннадьевич, Турган ялдырых Сенезем, Кирмеханазем. Оставап Сержирин Биликшул, Кокалини Тернзюкне, Лев Пантелеймонович Кундадырать как раз. Владимир Александрович, сак шурда реставрирует вас пергищенный ветер жукланте. Сак егибинде пилик шулдамба нумай эсем болса етре сак турган падерел ялдырвинде. Бунвизе плене ритре. Перин штурган ялне падерел районе хоштен жереңна кизу гурмарш хударниксем. Хоштен жереңна пельмерис турган бирги падерел бирги. Самба пузык талзамай гзем глаза говорашан Черневецкий, Хускат Цараганзене, Лепан Телемон Сирия, Владимир Александрович Сирия. Вот Кокель как раз в много занятия. Самба кунда уже замасем глаза говорят, Турган ялгалахне. Всяк иртегаяган мероприятие зене, пленер зене, тисла лайх шайрай перзарас тезе, Черневецкий нумай выходишь. Межен дезесен.
Кокал ятне базара каларым педен тенжибе беле бусарес. Кунда тада килеши. Шамба эбер шанзах тарапыр, эбер хамырын Чуваш республикинжи падерел шайынжи туризма адаламдарзай яраган перден пер шагы малегаласы бұрыны пулы десе. Шагында келеген шулзине никшаңда курушытсаңгадыр, халық сүредер, бірле булар, вылы булар, уяве тебе. За качественное выполнение строительных работ при реставрации дома-музея Алексея Афанасьевича Кокеля благодарность администрации Батыревского района объявлена Кондратьеву Олегу Федоровичу, техническому директору общества ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «Наследие». Слово предоставляется внучатому племяннику Алексея Афанасьевича Кокеля Виталию Петровичу Сергееву. Мне придется выступить на русском языке, потому что к нам приехали такие же внучатые племянники, как и я, из города Москвы. Вот они стоят тут рядом и слушают. Поэтому я по-русски буду говорить. Я помню всю эту усадьбу, все это строительство, как будто вот как сейчас перед глазами. Мне было 6 лет. В 1936 году меня пригласил дедушка Иван Афанасьевич сюда, к себе. Мы с ним ходили по саду. Он мне показывал, где какие яблони растут. Где самая могучая такая яблоня Антоновка посередине сада высится? Где хорошая такая по черновому баню? А около бани колодец был. Вокруг колодца П-образная смородина росла. И дедушка мне говорил: вот смотри, какие у меня яблони. Вот это молодая. Вот смотри, 2-3 только яблоки. Смотри, пока не рви. Осенью мы снимем и попробуем, пока еще мы не пробовали. Что было в огороде? А сам дом я очень смутно помню. В огороде все это помню. Я очень и очень радуюсь, что наконец-то вспомнили Кокеля, Алексея Афанасьевича, родного брата моего дедушку, и возвысили на такую ступень. Очень большая благодарность тем, кто начал это дело. Это мой брат Николай Петрович. Это его, можно сказать, школьника. Вместе учились, за партой вместе сидели. Теперь профессор нашего университета Владимир Александрович Васильев. Это очень большую помощь показывал нас Кураков Лев Пантелеймонович. Наша память сохранится это. Вот и сегодняшнее торжественное открытие дома, я бы сказал, дома-музея. Я думаю, что Министерство культуры позаботится, чтобы тут кто-то работал, кто-то руководил. И мы будем приезжать, может быть, ежегодно сюда, чтобы посмотреть, какие еще экспонаты добавили, что еще нового есть. И просто гордиться тем, что у нас в Тарханах родился такой высокого положения человек. Я думаю, со временем также вспомнят и брата его, тоже очень высокого положения достиг. Это архиерей Герман Миру Григорий Афанасьевич Кокель. Он был епископом во многих местах. Епископ — это по граждански, это генерал-майор. Вот до такого чина он дошел. Я думаю, найдутся энтузиасты, займутся и им. Это 2 человека вышли из этого дома, из одного дома. И я думаю, что, может быть, и я доживу до этого. Может быть, мои потомки увидят, может быть, какой-нибудь для них небольшой памятник тут поставят вместе. Художник стоит с мольбертом, а епископ с крестом. Спасибо вам всем.
тарханским своим землякам за то, что вы почитаете. Я уже говорил, теперь у нашего новый глава республики, он уже понял, тут посмотрел. Молодой, красивый мужчина. Всего вам хорошего. Спасибо вам. Спасибо. Уважаемые друзья, я тоже теперь на русском, если можно, завершу это мероприятие. На самом деле Кокеля знают многие люди, и из Тархан тоже вышло достаточно много известных людей, это понятно. Вот буквально накануне поездки сюда мне позвонил отец Николай, тоже уроженец этого села, который служит сегодня в Ядрине. Я так понимаю, его отец Петр, отец Петр служит здесь, и он мне говорит, вот, говорит, Кокеля, говорит, вы, говорит, я знаю, что вы едете, говорит, в нашу деревню открывать дом-музей. Я говорю, да. Говорит, а можно, говорит, через вас передать, говорит, от почитателей творчества Кокеля подарок дому-музею. Вот он подарок, сделано как раз людьми, художниками нашими чувашскими, которые почитают творчество Кокеля, которые уважают его труд. Ну и мало того, вот Матвеев Александр, вы его знаете, да, это сельхозтоваропроизводитель из Израильского района, мне сказал, что они еще намерены, скажем так, привезти из Харькова личные вот некие наброски, грифы от творчества еще Кокеля. Если это удастся сделать, мне кажется, это тоже будет очень интересным и очень ценным экспонатом для Дома-музея. Поэтому с удовольствием передаю Дому-музею вот этот вот подарок и считаю за честь, вот, которую мне оказали, ну, скажем так, уроженцы вашего деревни. Слово предоставляется генеральному директору общества с ограниченной ответственностью научно-производственного предприятия «Наследие» подрядчику Петру Владимировичу Миронову. Добрый день, уважаемые земляки, гости. Нашей организации научно-производственное предприятие «Наследие» выпала огромная честь выполнить реставрационные работы на объекте культурного наследия, где жил, творил великий художник, земляк наш Алексей Афанасьевич Кокель. Работа была кропотливая. За кратчайший срок удалось выполнить очень большой объем работы. Но я хочу выразить огромную благодарность руководству нашей республики, руководству администрации Батыревского района, руководству сельского поселения Тарханского за большую помощь в выполнении данной работы. Также огромнейшая благодарность администрации за то, что уделяют огромное внимание нашим памятникам, объектам культурного наследия. И в этот торжественный момент разрешите мне вручить символические ключи от музея, Дом-музея художника Кокеля, главе администрации Тарханского сельского поселения Александру Михайловичу. Уважаемые участники нашего праздника, Дом-музей Алексея Афанасьевича Кокеля, художника, талантливого педагога, общественного деятеля, гражданина-патриота объявляется открытым! Ждет вас короткая экскурсия по залам музея. Добро пожаловать!
Иван Яковлев. Шагында барамалалас, шакурала устумар, и заргашын. Хальки, там, барага, суммаза бараган, история, и каласактарда там земли, шагни, земли, литература, шагдарда. Шагна шкалезет, сыназа, елы, ергиле, галстуксени хамыр, Красат мат, калмада играть. Майкуда срубине, акшагуда курза бухмада играть. Сені кепіштар дать. Ужать, кам сопкине сталай, кам шумадыне теплеть. Bu zemge birlik var, kirarımı zemge. Şihaşı, bir derdeşi. Çağındaki birinci başın kumaji ziretörün veradan. Sütepçinde yalanak, şözleri var, Eşlezen ejenzen var. Boyu gardine dırza, yürüne de yürlanı, taşı yedi daşlanı. На торжественное мероприятие, посвященное 140-летию со дня рождения Алексея Афанасьевича Коколя, прибыл временно исполняющий обязанности главы Чувашской республики Олег Алексеевич Николаев.
передошла рі, то ріка передошла рі, і б ні зара, ні пора, передошла з паромка, але ж придасть мені літик, нічого
Рыгун Булдар, Хакла, Индишсем. Добрый день, дорогие земляки. Ну, я считаю себя земляком всех чуваш. Правда, родился в Башкирии, но в чувашской семье. А Батырский район для меня близок. Много здесь бывал, много друзей. Давыдов Анатолий был моим доверенным лицом, когда я первый раз избирался в Государственную Думу. Сам был доверенным лицом у Льва Пантелеймоновича Куракова, когда он первый раз избирался в Госсовет Чувашской Республики. Мы с ним пуд соли вместе съели. Был очень дружен с Геннадием Николаевичем Айги, с Михаилом Николаевичем Юхмой. Мы очень тесно и много общаемся. И вот эти все имена, фамилии говорят о том, что Батыревская земля очень богата талантами. Ну и одним из этих талантов был Кокель Алексей Афанасьевич, замечательный художник. И здорово, что нашлись люди, которые память об этом человеке решили восстановить. Я уже говорил, лет 10 назад ко мне пришел Владимир Александрович Васильев, профессор Чувашского университета, и рассказал об этом художнике. Я тогда удивился, что такая удивительная чувашская фамилия Кокель у художника. Он мне рассказал о нем, об его истории, ну, так немного завел, но я был скептиком, что ему удастся поднять вот эту роль, память о человеке. Владимир Александрович молодец, он приложил много сил. Я думаю, и открытие музея во многом это его роль. Он выпустил книгу замечательную о Кокеле. Здесь ему Лев Пантелеймонович тоже помог. Чувашский государственный университет в своем издательстве выпустил эту книгу. Так, да, Владимир Александрович? Да, Лев Пантелеймонович. И поэтому вот те, кто заботится о памяти народа, о его замечательных людях, тот как раз способствует тому, чтобы у нашего народа, у чувашского народа было большое будущее. Я уверен, что у нас будет большое будущее. Я знаю, что у Олега Алексеевича Николаева, главы Чувашии, большие планы по поднятию экономики. Но для того, чтобы экономику поднимать, мы должны быть духовно сильными, культурно богатыми. И вот эти люди, люди культуры, писатели, художники, артисты, а многие из них выходцы из Батыревского района, они как раз закладывают основы нашего духа. И им за это большое спасибо. Спасибо вам, сельчане, батыревцы. Давайте вместе двигаться вперед. Надо больше. Спасибо огромное, Анатолий Геннадьевич. Через тернии звезда, через радость и слезы мы проложим дорогу, и за все слава Богу. И останутся песня
составу Батыревского народного ансамбля песни и танца, руководителя, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Чувашской Республики Анатолий Шакин, аккомпаниатор, заслуженный работник культуры Чувашской Республики Петр Никитин, слова Александра Мерфудьева, музыка Николая Ириванова, перевод на русский текст Анатолия Смолина.